Апошні ў гэтым годзе інфармацыйны выпуск праграмы «Галоўнае за тыдзень». З вами Роман Біч, і бліжэйшыя 30 хвілін, як заўжды, будзем узгадваць разам галоўныя падзеі адыходзячага тыдня на Брэшчыне. На гэтым тыдні дэпутаты Брэсцкага абласнога савета на сумеснай з пасяджэннем аблвыканкама сесіі зацвердзілі праект прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця в области на 2020 год і праект абласнога бюджэту. Аб тым, як будзе развівацца рэгіёну ў наступным годзе і на што будуць затрачаны бюджэтныя сродкі у першым матэрыяле сённяшняга блоку. Канчатковыя вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця в области ў 2019 годзе яшчэ не падведзены, але даныя за 11 месяцаў даюць падставу меркаваць, што ўсе устаноўленыя ўрадам ключавыя паказчыкі эффектыўнасці работы рэгіёна будуць выкананы. 2020 год – это год завершения пятилетней программы развития области. И в следующем году нам надо задействовать все имеющиеся резервы для выхода на доведенный пятилетний прогноз. Отмечу, что на сегодняшний день определенный задел в ее выполнении мы сформировали. Мы завершаем 2019 год с превышением пятилетных заданий практически по всем показателям развития области. Зыходзячы з гэтага разлічаны і праект прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця в области на 2020 год. Темп роста валового регионального продукта 102,8% к уровню 2019 года, производительность труда по валовому региональному продукту 102,6%, экспорт товаров 103,9%, экспорт услуг 103,8%, прямые иностранные инвестиции на чистой основе $90 миллионов, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий 6300 человек. Стварэнню новых працоўных месцаў павінна паспрыяць развіццё прадпрымальніцтва. У сферы малога і сярэдняга бізнесу плануецца стварыць 720 новых прадпрыемстваў. У эканоміку в области будзе прыцягнута больш за 3,4 мільярда рублёў інвестыцый у асноўны капітал і не менш за $90 мільёнаў прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове. Дэпутаты абласнога савета зацвердзілі праект прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця в области, як і праект абласнога бюджэту на 2020 год. Объем бюджета области на 2020 год определен по доходам в сумме 2 миллиарда 818,6 миллионов рублей с ростом 112,6% к ожидаемому исполнению текущего года. И по расходам 2 миллиарда 805,8 миллиона рублей с ростом 108,7%. Проект бюджета области сформирован с профицитом 12,8 миллиона рублей, которые будут направлены на погашение полученных в предыдущие годы бюджетных кредитов, на замену и модернизацию лифтов, приобретение сельскохозяйственной техники. Финансовый документ захавае сацыяльную накіраванасць. Расходы на сацыяльныя патрэбы складуць больш за 70% абласнога бюджэту. Выдаткі на сацыяльную сферу складуць 1,9 мільярда рублёў і павялічацца больш чым на 16%. Асноўная іх частка будзе накіравана на аплату працы – 1,4 миллиарда. Утверждены новые подходы по оплате труда работников бюджетных организаций, вы знаете. И с 1 января они будут действовать. Поэтому всем заинтересованным службам необходимо тщательно отслеживать возникающие вопросы в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Она прогрессивная и в значительной степени отличается от того, что мы сегодня имеем. На адукацыю ў наступным годзе запланавана накіраваць 923 мільёны рублёў, 33% бюджэту. Чвэрць бюджэту в области складуць расходы на ахову здароўя. На фінансаванне гэтай сферы плануецца накіраваць 704,5 мільёны рублёў. Больш падрабязней пра сумесную сесію абласнога савета і аблвыканкама, а таксама работу дэпутацкага корпуса пагаворым з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання па Брэсцкай заходняй выбарчай акрузе нумар 7 старшынёй пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы Леонидом Брычом. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Добрый день. Вы принимали участие в совместной сессии областного совета депутатов и облисполкома, где утверждали проект бюджета на следующий год. Вот на ваш взгляд, насколько данный бюджет в предстоящем году сбалансирован и рационально будет распределен? Я хочу сказать, что в большинстве своем каждый раз мы всегда принимаем бюджет, и больше всего социально ориентированный бюджет. Отличие, наверное, принятия бюджета в этом году в связи с тем, что еще больше упор сделан и на то, что заложено в бюджете, это на оказание услуг в образовании,
здравоохранении. Ну, это связано, во-первых, и с теми планируемыми изменениями в оплате труда работников бюджетной сферы. Вы знаете, что по этому поводу есть указ президента, и сегодня в парламенте поступил в парламент проект закона об оплате труда работников бюджетной сферы. И, конечно, вот эти все нормы, в том числе, легли и в бюджет областной. Да, кстати, бюджет сегодня с профицитом сформирован, в отличие, конечно, от республиканского бюджета, который, как вы знаете, республиканский бюджет утвержден сегодня с дефицитом. Впервые за все годы в этом году около 2 миллиардов в республиканском бюджете, именно дефицит бюджета. Ну, а в целом хочу сказать, что бюджет сбалансированный, и правильно, как вы отметили, и он направлен для того, чтобы в целом вся сфера, как бюджетная, так и экономика нашей области, работала в тех нормальных, стабильных условиях, которые мы, в общем-то, работаем. Конечно, здесь нужно будет нам рассматривать, в том числе, и это предусмотрим параметры развития области на следующий год, и создание новых рабочих мест, и достаточно серьезную работу сегодня с инвестициями. Сегодня заложены показатели достаточно серьезные по прямым инвестициям, порядка 90 миллионов. Но сегодня есть моменты, есть сомнения серьезные, хотя задача поставлена сегодня перед всеми органами власти, всех районов, всеми предприятиями, для того, чтобы искать инвестиции, и нам они очень необходимы для того, чтобы создавать новые рабочие места, новые технологии, ну и, в общем-то, развивать нам экономику для того, чтобы дальше наполнялся наш бюджет, в том числе и социально ориентированном направлении, увеличивать зарплату работников бюджетной сферы. Леонид Григорьевич, выборы в белорусский парламент, пожалуй, главное событие в уходящем 2019 году, политическое событие. И вы были вновь избраны во второй раз депутатом Палаты представителей. Почему решили баллотироваться во второй раз? Отработав уже 3 года в Палате представителей, в частности, вот в том же в 6-м созыве я также работал в постоянной комиссии по экономической политике, и хочу сказать, что к любой работе нужно относиться, ну, будем говорить, с пониманием, с любовью и с пониманием тех задач, которые перед тобой поставлены. В данной ситуации я понимал ту степень ответственности, которую мне доверили избиратели, жители Ленинского района, и когда избирался в 6-й созыв, и когда избирался в 7-й созыв. И понимая, что сегодня не до конца все мной сделано, и понимая, что дальше как это можно реализовать, и в большинстве своем я понимал, что так можно сделать. Хотя, справедливости ради, я хочу отметить, что жители мне задавали перед выборной кампанией вопрос: а что я сделал для Бреста? Вы знаете, этот вопрос и одновременно простой, и в то же время сложный. Я могу ответить, что в период работы в качестве депутата Палаты представителей мной инициировано изменений в 3 постановления Совета министров, в 2 указа президента. И вот, понимаете, не все удалось завершить в период работы депутата. И в конечном итоге вижу дальше, что можно дальше в этом направлении работать. И, конечно, в данной ситуации я хотел бы сказать спасибо большое именно избирателям Ленинского района, что поверили в меня, ну и, в общем-то, избрали депутатом 7-го созыва. Какие сегодня еще вопросы в поле зрения депутатского корпуса находятся? Решение каких вопросов, может быть, вам хотелось бы сегодня выделить и подчеркнуть? Хочу сказать, что за весь период работы вот Палаты представителей 6-го созыва рассмотрено порядка 500 законопроектов. Из них принято, то есть уже подписано президентом, порядка 300 законов. Уже они имеют силу закона. Вот за этот период времени, вот последнее, что мы рассматривали, конечно, законопроекты и о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, и о рекламе, и о защите персональных данных. Казалось бы, все просто, но в то же время, когда у нас идет развитие цифровой экономики, конечно, сегодня нужно очень досконально подойти, чтобы все
те персональные данные не имели бы общего доступа. То есть нужно рассмотреть, как это все на всех этапах защитить. Те же паспортные данные, тот же идентификационный номер, который у каждого есть. И это сегодня нужно прописать законопроект в законах, для того, чтобы можно было бы, ну, в общем-то, на всех стадиях защитить. Ну и также можно по каждому закону, который есть. Вот сегодня у нас на рассмотрении в комиссии уже находятся законопроекты о хозяйственных обществах, о контрольно-надзорной деятельности, о банкротстве. На подготовке уже создана рабочая группа Министерства экономики по разработке законопроекта о государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства. Вот на сегодняшний момент вот в чем будет задача именно депутатов 7-го созыва, который предстоит в ближайшие 4 года работать, вот привести в соответствие вот эту нормотворческую деятельность и законопроекты для того, чтобы, ну, как бы увязать с реальной жизнью, убрать те ненужные барьеры, которые сегодня есть. И вот это, а если говорить уже об экономике, в первую очередь в экономической направленности нам нужно. Вот я перечислил вот те законопроекты, которые есть, и там ведь действительно пласт вопросов, которые мешают развитию нашего бизнеса. У нас сегодня не все законопроекты приведены с нормами декрета президента номер 7 о развитии предпринимательства. И когда мы доведем это все до логического завершения, в том числе и законы, и на основании закона постановления Совета Министров, вот у нас тогда улучшится бизнес-среда. Это мое понимание. Но мы это все будем согласовывать. Вот наша комиссия, в частности, будет согласовывать, конечно, и консультироваться, и совместные будем совещания как бы проводить именно с бизнес-сообществом, которое у нас сегодня в республике есть, ну и, естественно, с нашими руководителями предприятий. Леонид Григорьевич, насколько активны жители вашего избирательного округа? Насколько они принимают участие вот в политической жизни нашей страны? Как в политическом плане, наверное, активности, может быть, больше хотелось бы позитивной, а не просто как критиканство. Жалоб какой-то, то есть предложений, так? Да, именно предложений. Я хочу сказать, что вот мной за 3 года работы в качестве депутата, ну, естественно, на личных приемах, которые проводятся как минимум 1 раз в месяц, принято более 200 граждан. И могу так сказать, что 70% вопросы такие жилищно-бытовые, такие вот чисто частного личного характера. Где-то, может быть, носят такой общественный характер. В частности, благоустройство дворовых территорий, там, асфальтирование улиц. Ну, хотелось бы, чтобы больше, но тоже исходишь из того. Где-то нарекания на несправедливость по отношению к ним со стороны различных органов, в том числе и органов местной власти. Хотелось бы, конечно, чтобы конструктивных предложений было побольше. Естественно. Ну, будем думать, что нас, конечно же, увидят ваши жители избирательного округа и будут приходить больше с такими конструктивными предложениями. Спасибо. Леонид Григорьевич, чего хотелось бы вам пожелать в будущем году, в уходящем 2019 году, вашим коллегам, депутатам, парламенту, ну и, конечно, избирателям? Вы знаете, год уходящий, он действительно такой и политический, как вот вы правильно отметили, это выборы в Палату представителей. Но я хочу отметить, что для Бреста это год действительно знаменательный. Он юбилейный, он был тысячелетний. Вот. Ну и, конечно, наша страна, наша Беларусь отметила 75-ю годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это тоже знаменательно и останется в истории. И как бы мы ни говорили, при всех тех трудностях год завершается с позитивом. В следующем году хотелось бы, конечно, пожелать жителям нашим год тоже такой емкий, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Опять же, политически насыщенный электоральный год. У нас выборы президента Республики Беларусь. Но у нас страна, мирная страна. Хотелось бы сегодня самое главное – мудрости пожелать нашим жителям, мира, спокойствия. И чтобы мы не то что померковно, но мы с пониманием относились к тому, что мы сегодня имеем. Хочу пожелать, конечно, в новом году здоровья, благополучия и счастья всем. И вам, Леонид Григорьевич, новых идей во благо развития белорусского общества и его благосостояния. Спасибо за беседу и, конечно же, с наступающим Новым годом. Спасибо.
Нагадаю, проект областного бюджету и работу депутатского корпуса обмяркоўвалі с депутатом Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Республики Беларусь 7-го скликания по Брестской заходняй выбарчай окрузе номер 1 старшынёй постоянной комиссии по экономичной политике Леонидом Брычом. Задача депутатаў усіх узроўняў дапамагаць людзям. Чарговую прамую тэлефонную лінію ў аблвыканкаме напярэдадні правёў старшыня Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевіч. З якімі пытаннямі жыхары рэгіёна звярталіся да кіраўніка дэпутацкага корпусу Брэшчыны, узгадаем зараз. Диалог старшыні Брэсцкага областного совета депутатов с жыхарамі в области с допомогой прамой телефонной линии проходит регулярно. Тематика зворотов самая розная. Больш за ўсё пытанням на гэты раз было по работе коммунальной гаспадаркі, будаўніцтве дорог, добраўпарадкаванні тэрыторый, работе сувязі. Першым на прамую телефонную линию звярнуўся Евген Ярмоліш з вёскі Прылукі Брэсцкага района. И он попросил посадзейнічаць с добраўпарадкаваннем проездной частки у новом микрорайоне. В 2013 году мы получили участки, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. С тех пор, с 2013 года, никогда не проводились работы по благоустройству дороги. То есть формально мы ездим как по полю. Вопрос понятен. Я тут дам такое поручение нашему комитету архитектуры по строительству, поизучаем эту тему. Ну, это сиюминутно может и сложно решить, но в принципе этот вопрос решать надо. Раз там живут люди, раз там живут семьи, деток надо возить в школу. Да, у нас тут многодетные на улице, да. А до школы 2 километра почти, километр 800 метров. Соответственно, мы постараемся этот вопрос решить. Жыхарка вёскі Ракітніца паскардзілася на тое, што ў іх населеным пункце, нягледзячы на пабудаваную станцыю абезжалезвання вады, яе якасць усё роўна пакідае жадаць лепшага. У нас построили станцию обезжелезивания. И вот она уже вошла в строй. Я не знаю, по какой причине, или это такое совпадение, но буквально, скажем так, 2-3, ну, может, даже месяц назад у нас стала грязная горячая вода. Вопрос понятен, посмотрим, может какие-то сбои, может еще настройки идут, если мы недавно их запустили. Поэтому поразбираемся. Если станцию построили, значит вода должна быть качественной. Конечно. Потому что там же вложены большие государственные деньги в это дело. Вот именно. Мы же для этого их и строим, чтобы люди получали качественную, хорошую воду. Калі казаць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш за ўсё тэлефонных званкоў было з Брэста. Некаторыя з праблем вырашаліся амаль што адразу, былі больш складаныя, якія патрабуюць часу, каб разабрацца ў стане спраў. Усяго падчас прамой лініі Юрый Наркевіч даў адказы на 8 пытанняў. Юрый Пешур, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія Брэст. На гэтым тыдні ў Брэсце прайшла рабочая сустрэча прадстаўніка Міністэрства транспарта і камунікацыі з міжнароднымі перавозчыкамі. На парадку дня вострае пытанне. Невялікія фірмы і індывідуальныя прадпрымальнікі не атрымалі неабходную для іх колькасць дазволаў на праезд па тэрыторыі Польшчы. У зале аншлаг. Тема вострае пытанне размеркавання выдачы і выкарыстання двухбаковых транзітных дазволаў, без якіх грузаперавозчыкі не могуць ажыццяўляць праезд па тэрыторыі замежнай дзяржавы. Польша на наступны год выдала толькі 190 тысяч дазволаў, з якіх 10 тысяч можна выкарыстоўваць у снежні гэтага года. Вось і атрымаўся так званы дэфіцыт. Вот нам, например, нужен один дозвол на одну машину в неделю. Крупная фирма, большая фирма, они не ездят в Польшу. Они едут в Европу, потом в Россию. Не хватает одного дозвола, тем более транзитного, или даже ниже, чтобы сделать этот круг. И все те дозволы, что вы распределили, конечно, они заберут. Они заберут и будут стараться их выездить. Но они забрали наши дозволы. У новай сістэме, якая выкарыстоўваецца падчас размеркавання дазволаў, улічваецца шэраг фактараў. Адзін з асноўных – вырашка на транспартны сродак. У дакуменце прадугледжаныя адзіныя падыходы пры размеркаванні дазволаў, незалежна ад таго, да якой катэгорыі адносіцца аўтамабільны перавозчык. Сярод тых, хто атрымаў дазволы буйных перавозчыкаў, толькі 1%. Сярод тых, хто атрымаў дазволы 96, маюць да 30 аўтамабіляў. Палова – мікраарганізацыі, якія маюць да 5 адзінак транспарту. Не ўсе прадстаўнікі бізнесу лічаць гэта справядлівым. З'явіліся і прапановы звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта. На рынку транспартных паслуг Александр Карпук не першы год, на сустрэчу прыйшоў са сваім пытаннем. Мы получили разрешение, но получили недостаточно. И я так понимаю, в принципе, мы относимся с пониманием к тем процессам,
которое происходит у нас на транспортном рынке, и ту позицию, когда в условиях какого-то ограниченного ресурса занял регулирующий орган. Лично у меня вопрос такого плана. Раз где-то кто-то не получил разрешение, кто-то получил недостаточное количество, можно предположить, что какие-то предприятия получили эти разрешения, может быть, даже с избытком, излишком. И в связи с этим у меня вопрос к регулирующему органу, как будет осуществляться постконтроль. Серед прапаноў у тым ліку павялічыць маршрут транзіту і разгледзець новыя рынкі, напрыклад, ва ўсходнім накірунку. Усе прапановы ад перавозчыкаў рэгіёну будуць абагульнены. Сделать какой-то анализ поступивших предложений и уже с учетом всех мнений всего государства какие-то предложения выработать по внесению изменений в инструкцию. Мы в течение этого года уже 2 раза вносили изменения в инструкцию, несмотря на то, что она была принята только год назад. И эти изменения были как раз-таки направлены на создание более благоприятных условий для перевозчиков, чтобы снизить какие-то на них дополнительные нагрузки. Такая ж сустрэча прайшла і ў Гродна. Прадстаўнікі міністэрства плануюць пачуць меркаванне перавозчыкаў усіх рэгіёнаў краіны. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Праваслаўны Брэст. 1000 гадоў дарогай веры» прайшла на гэтым тыдні ў абласным цэнтры. Форум прысвечаны 1000годдзю горада і праводзіўся ў рамках фестывалю «Брэст духоўны». Прадстаўнікі духавенства і гісторыкі, выкладчыкі універсітэтаў Беларусі і Польшчы пазнаёміліся з актуальнай інфармацыяй, напрыклад, наконт ранніх хрысціянскіх артэфактаў, знойдзеных на тэрыторыі рэгіёну падчас археалагічных раскопак. Абмеркавалі дзейнасці праваслаўнай царквы як фактара развіцця культурнай ідэнтычнасці на тэрыторыі заходняй Беларусі. Прагучала шмат новых фактаў беларускай гістарыяграфіі. Наши историки в основном освещают, как это было в прошлые годы. Особенно интересен межвоенный период. Этими документами богат наш архив. Поэтому сегодня раскроются многие документальные источники, которых, возможно, раньше и не было. История города Бреста, история православной церкви – это одна история наша общая. Поэтому мы очень довольны, что можем участвовать в таких мероприятиях и таких заседаниях научных, где будем разговаривать о совместных наших отношениях в прошлом столетиях. Як заўважылі на сустрэчы, такая канферэнцыя дапамагае адкрываць белыя плямы ў гісторыі культуры і царквы. Таму, мажліва, сумеснае супрацоўніцтва ўсіх бакоў у гэтым напрамку працягнецца. 25 снежня вернікі каталіцкага, уніяцкага, пратэстанцкага і грэка-каталіцкага веравызнання адзначылі нараджэнне Хрыстова. Гэта адно з важнейшых хрысціянскіх святаў і дзяржаўнае ў больш чым 100 краінах свету. Начная урочыстая служба называецца пастэркай. Пачынаецца яна яшчэ напярэдадні ўвечары і сведчыць аб наступленні свята. Сімвалам нараджэння Хрыстова служыць з'яўленне на небасхіле першай зоркі. Глыбокі духоўны сэнс падзеі, якая адбылася ў Віфлееме больш за 2 векі таму, азначае трыумф веры, надзеі і любові. Каляды ў хрысціян, хто адзначае іх у гэты дзень, доўжацца 8 дзён. Усе яны ствараюць так званую актаву каляд. 7 стагоддзяў таму з'явілася традыцыя ставіць у храмах яслі з выявай немаўляці Ісуса Хрыста і ўпрыгожваць ёлку. На гэтае свята выпякаюцца спецыяльныя хлябы, ці аплаткі, што сімвалізуе еднасць людзей адной веры, як шматлікіх зярнят пшаніцы, з якой робяць муку. Для вернікаў гэта яшчэ і вялікія сямейныя традыцыі. Увечары пасля службы родныя і блізкія збіраюцца за адным сталом і жадаюць адзін аднаму здароўя, дабрабыту і спаўнення жаданняў, дзеляцца аплаткамі. Я всех своих друзей, и католиков, и православных поздравляю с Рождеством Христовым. Мы желаем всем крепкого здоровья, радости, благополучия, соединиться и любить и быть любимыми. У гэтыя дні прыпадае яшчэ шэраг святаў. Каляды працягваюцца і пасля заканчэння актавы да самага свята хрышчэння, якое трапляецца на першую нядзелю услед за богоявленнем 6 студзеня. Желаю всем, которые переживаете эти рождественские праздники, здоровья, благополучия, Божьей благодати и всяких великих даров Иисуса Христа в новом 2020 году. Святочны пераднавагодні марафон пад назвай «Нашы дзеці» праходзіць у гэтыя дні ў краіне. Сотні дзяцей з розных раёнаў Брэшчыны сабраліся напярэдадні ў цэнтры маладзёжнай творчасці на навагодняе дабрачыннае свята з удзелам кіраўніцтва вобласці.
Вясёлыя карагоды вакол высокай і зялёнай прыгажуні. Тут дзеці, якія сапраўды могуць ганарыцца пэўнымі поспехамі. У гонару быць запрошанымі на абласную ёлку ад старшыні аблвыканкама вобласці былі ўдастоены пераможцы алімпіяд, конкурсаў, фестываляў спартыўных спаборніцтваў, а таксама школьнікі з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў і дзеці-сіроты. Свята праходзіць у рамках рэспубліканскай навагодняй дабрачыннай акцыі «Наши дети». Более 5000 на сегодняшний день приняло участие детей в различных мероприятиях. В целом, за время каникул, которые у нас начались в школах, более 10 тысяч детей, они пройдут оздоровление в различных лагерях, которые будут организованы. Ну и надеемся, что погода будет благоприятная, и поэтому еще до 10-15 января будет возможность у наших деток позаниматься и в спортивных залах, а может быть и на улице снежок выпадет. Школьнікі з розных куточкаў рэгіёна прыехалі ў абласны цэнтр маладзёжнай творчасці за навагодняй казкай. У Брэсце іх чакала тэатралізаванае прадстаўленне «Навагодні экспрэс. Блакітная страла». Работа шэрагу арыгінальных гульнявых пляцовак не абышлося і без салодкіх падарункаў. Очень приятно получать приглашение от губернатора и участвовать в таких мероприятиях. И большим плюсом являются подарки. Мне очень понравился интерактив, который проходил тут до начала представления. Эти все танцы очень зажигательные и поднимают настроение и новогодний дух. Чтобы сюда попадать, нужно обязательно всем хорошо учиться, и не обязательно в школе заниматься спортом и также в других достижениях. Нужно работать, нужно любить то, что ты делаешь, стараться, прикладывать усилия, и тогда будет хорошо, и поедешь на елку, будет хорошо, весело. Да пачатку прадстаўлення кіраўнік вобласці Анатоль Ліс азнаёміўся з выставай дзіцячай творчасці «Вясёлкавы калейдаскоп». На памяць аб гэтай сустрэчы старшыня аблвыканкама атрымаў ад юных гасцей свята сувенір, які тыя зрабілі сваімі рукамі. Самое главное, чтобы не только дети, но и их родители, взрослые были здоровы в новом году. Конечно, хочется им пожелать творческих успехов. Каждый человек по-своему, он особенный. Поэтому это приятно, чтобы хорошо детки учились, у взрослых была работа, чтобы было мирное небо у нас над головой. Это самое главное. У гэтым годзе ў рэгіёне прайшло больш за 50 маштабных дзіцячых мерапрыемстваў. Сённяшняя абласная дабрачынная ёлка толькі частка з іх. Анастасія Цыкунта, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст». На гэтым тыдні ў Брэсце адбыўся і навагодні прыём адоранай моладзі. У зале харэаграфічнай школы лепшых прадстаўнікоў маладога пакалення павіншаваў старшыня брэсцкага гарвыканкама Александр Ргачук. Сотня лепшых хлопцаў і дзяўчат тысячагадовага Брэста. У адыходзячым годзе яны дасягнулі вялікіх поспехаў, кожны ў сваёй галіне. За іх плячыма шматлікія конкурсы, алімпіяды і, канешне, узнагароды. Адзін з такіх выдатнікаў – гімназіст Дзяніс Рабчук. Дзесяцікласнік можа пахваліцца дыпломамі з міжнародных алімпіяд. Такіх у Дзяніса 2, і абодва па геаграфіі. Сёння хлопец дзеліцца сакрэтам поспеху. Во-первых, очень много работать, потому что без этого никак нет никакой волшебной пилюли, которая даст тебе возможность просто без всяких усилий пройти куда-то. Наверное, найти свою мотивацию, потому что без нее работать очень сложно. То есть понять, зачем ты это делаешь, и уже потом делать. Ну и, наверное, упорство и просто идти и видеть свою цель. Хтосьці дасягнуў вышынь у навуцы, а хтосьці ў творчасці або спорце. Запрошаная моладзь была адзначана ў розных намінацыях. Адна з узнагароджаных у номинации «Спорт» – вучаніца першай школы Марта Подшибякина. В этом году, насколько мне известно, первая школа заняла первое место в общем зачете по физической культуре. То есть было большое количество соревнований, баскетбол, футбол, волейбол, и во всем я принимала участие, приносила какой-то вклад, то есть помогала своему коллективу. В этом году я, во-первых, первый раз оказался здесь, на подобном мероприятии. Это очень приятно, волнительно. Во-вторых, конечно, достижения в сфере обществоведения. Я выиграл Олимпиаду районную. Это тоже очень приятно. Это долгий, кропотливый труд. Я очень этому рад. И я жду предстоящий год, потому что есть стимул работать, мотивация, и хочется добиться еще больших высот. За высокие досягнения юным брастаўчанам Александр Ргачук уручыў падарачныя сертыфікаты на набыццё бытавой тэхнікі. Не засталіся без увагі і педагогі. Упершыню лепшых настаўнікаў кіраўнік горада ўзнагародзіў нагрудным знакам. Сегодня в этом зале я
не сомневаюсь, уже априори успешные люди в будущем. И наша задача, задача власти, чтобы эти молодые ребята свои планы на будущее обязательно строили в рамках реализации его в городе Бресте. Своих амбиций, своих талантов, своих планов. Поэтому задача власти – бережно культивировать их стремление быть первыми. Задача власти – поддерживать их фінансава, как это сегодня, морально. Такі навагодні прыём лепшых прадстаўнікоў моладзі кіраўніцтвам горада стаў ужо традыцыяй, бо падтрымка творчых пачынанняў падрастаючага пакалення – важная задача, якая сёння стаіць перад краінай. Навагоднія святы – гэта пара жаданняў. А значыць, самы час адкласці справы і стаць чараўнікамі для тых, хто верыць у цуды. І ў гэтыя дні прадстаўнікі ўлады, кіраўнікі ведамстваў, арганізацыі і прадпрыемстваў адпраўляюцца па адрасах, дзе асабліва чакаюць гасцей і падарункі. У святочныя пераднавагоднія дні кожнае дзіця чакае цудаў, падарункаў, здзяйснення мар і жаданняў. Больш за 200 выхаванцаў гарадзішчанскага дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў не выключэнне. Падарыць ім часцінку свае цеплыні і клопату прыехала шмат гасцей. Сярод іх намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владимир Кухараў. Очень важно, чтобы праздник дошел до каждого ребенка, потому что все мы были детьми и помним, с каким вот таким чувством радости мы ждали приближения Нового года, ждали Деда Мороза, ждали, что Новый год принесет много радости, что все мечты будут сбываться. Поэтому этот праздник, он для каждого в душе сохраняется на всю жизнь. И очень важно, чтобы ребенок в любом возрасте почувствовал, что ему оказывают внимание, ему создают праздник. Штогод гарадзішчанскі дом-інтэрнат наведваюць таксама прадстаўнікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Намеснік міністра Александр Румак прыязджае сюды ўжо шмат гадоў запар. Это одна из традиций в белорусском независимом государстве, участие в таких акциях для того, чтобы разделить радость с детками в преддверии Нового года, приди с подарками, с угощениями. Это очень важно для тех, кто проживает в интернатных учреждениях. Государство создает все условия для того, чтобы детки были досмотрены, чтобы они участвовали в образовательном процессе, несмотря на особенности их здоровья. Но приходят гости, конечно, с подарками для того, чтобы поддержать дом-интернат. У гэты раз госці таксама завіталі сюды не з пустымі рукамі. Сёлета дому-інтэрнату падарылі халадзільнік, пральную машыну, духавы шкаф і іншую бытавую тэхніку, а таксама грашовыя сертыфікаты, цацкі і, канешне, цукеркі. Навагодняе свята рыхтаваў увесь калектыў дома-інтэрната, і яно атрымалася вясёлым і яскравым. У навагодніх гульнях, эстафетах, карагодах і танцах, на хвілінку вярнуўшыся з дзяцінства, з задавальненнем узялі ўдзел і дарослыя. Высокіх гасцей з падарункамі сустракалі і 30 выхаванцаў дзівінскага дзіцячага дома Кобрынскага района. Павіншаваць дзяцей з надыходзячым Новым годам прыехаў старшыня прэзідэнцкага спартыўнага клуба Дмітрый Лукашенко з сям'ёй, а разам з імі і артысты фальклорнай студыі «Каравай» з навагодняй забаўляльнай праграмы. Дед Мороз і Снягурка наладзілі сапраўднае навагодняе свята ля прыгажуня ёлкі. Былі карагоды, конкурсы, віктарыны, удзел у якіх прынялі не толькі дзеці, а і дарослыя. Мы приехали абсолютно не зря, и я считаю, что это очень хорошая традиция приезжать в рамках акции «Наши дети», потому что каждый ребенок имеет право на счастье и на волшебство, особенно в преддверии Нового года. Мне кажется, что это очень важно, потому что получаешь заряд положительных эмоций и даришь эти положительные эмоции детям, а дети – это цветы жизни, как говорится. Атмосфера очень уютная и заряжена позитивом. Это, наверное, семейный, более такой уютный праздник, который именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их всем вместе, сплоченно. Ну і, канешне, усе дзеці, якія былі запрошаны на дабрачынную ёлку, атрымалі салодкія падарункі. Навагоднія падарункі атрымала і установа адукацыі. Юрый Печур, Александр Севіцкі, Аляна Ракось, Михаил Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брест». Больш за 400 дзяцей былі запрошаны і на прафсаюзную ёлку ў Брэсце. Сярод гасцей не толькі дзеці членаў прафсаюзаў, але і са шматдзетных, малазабяспечаных і няпоўных сем'яў в обласці.
Напередодні Нового года у Палацы культуры профсоюзаў аншлаг. Новогодние представления збирают сотни хлопчиков и девчонок с Бреста и в области. Штогод на сцене новые пригоды. Але, как правило, это борьба светлых и темных сил. В этом году наше представление называется «Новогодние приключения смешариков». Добрые, веселые, озорные Крош, Нюша и Лосяш пускаются в сложное, необыкновенное, опасное приключение, чтобы победить чары Малефизенды и разбудить Дедушку Мороза. Профсоюзный лидер в области тепло повіншаваў юных гостей с надыходзячымі святами, пожадаў им здоровья, а таксама марыць и верить у цуды. Ни одна профсоюзная организация, имеющая более-менее какие-то средства, не остается в стороне. Практически все трудовые коллективы по коллективным договорам тоже предусматривают какие-то финансовые возможности для того, чтобы оказать чудесные подарки и внимание чудесное к детям. Поэтому и мы это тоже делаем. Я хочу сказать, по прошлому году, итог этого года еще не закончен. В прошлом году только вот в этом зале областного дворца профсоюзов было выкуплено и были на елке порядка 13 тысяч детей. 468 хлопчиков и девчонок окунулись в новогоднюю казку театрализованного представления у Палацы профсоюзов. Кожный из них разом со своими батьками отрымали солодкие подарунки и незабывные эмоции. Мы приехали на эту елку с профсоюзной организацией нашей, которая нам помогла сюда попасть, чему очень рады. Каждый год у нас, получается, выдают билеты. Вообще регулярно участвуем каждый год, как праздник. Это нотки, которые предшествуют празднику Новому году. Новогоднее свято только частка великого доброчинного проекта «Профсоюзы детям». Он проводится круглогодово на протягу уже 1,5 годов и радует маленьких жыхароў в области напередодні святу и значных подей у их житті. Нягледзячы на блізкія навагоднія святы, надвор'е не зусім спяшаецца радаваць сапраўднаю зімою. Таму адказнасць за святочны настрой сёлета цалкам лягла на плечы камунальных службаў. І яны з задачай справіліся. Абавязковы элемент навагодніх святаў – ілюмінацыя ў гэтыя дні чароўна ўпрыгожыла ўсе населеныя пункты вобласці. Новый год до нас імчыцца, а вось снег позніцца. Але адчуванне свята ёсць, Брест запаліў агні. Здорово. Я вообще очень благодарна городу за то, что он заботится действительно о том, чтобы, несмотря ни на что, ни на какую погоду, у людей было хоть какое-то вообще праздничное состояние, настроение. Это очень трогательно и как-то вот нарядно так греет душу. Новогодний настрой для горожан и гостей Бреста ствараюць прадстаўнікі дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Рассвечаны ў розныя колеры, рознымі фігуркамі інсталяцыямі, цэнтральныя вуліцы і галоўныя ёлкі – гэта іх рук справа. Каб горад зазяў агнямі до Новага года, пачынаюць рыхтавацца яшчэ з восені. Дарэчы, ёлкі, снегіры, кареты і іншыя інсталяцыі рабілі майстры дэпа. З кожным годам яркіх аб'ектаў усё больш. Незвычайнай атрымалася цэнтральная ёлка на плошчы Леніна. Абноўлены гарадскі сад зацвяціўся шарамі. У парку Міру значна дадалося насельніцтва казачных герояў. Конечно, парк вот этот Мира достоин особого внимания. Тут в этом году просто сказка. Советуем приехать посмотреть всем. Зрабіць не горш, а лепш, чым летась. З такім дэвізам упрыгожвалі сёлета свой горад і камунальнікі Пінска. Кожная канструкцыя радуе вока жыхароў і гасцей палескай сталіцы. Да прыкладу, новая інсталяцыя размешчана на плошчы Леніна, побач з уездам на новы мост праз Піну. Упрыгожана Першамайская ўжо паспела стаць папулярным месцам для новогодних фотосессий. Мы идем и хотели сфотографироваться на фоне вот этих вот гирляндов, красивых этих деревьев. Я сказала, что красивее, чем те года. А новогодние эти украшения, это просто для нас сказка. Мы сейчас вот ходим, делаем дефиле по фотографиям и фотографируемся, потому что очень красиво все. Немало новогодних сюрпризов падрыхтавалі для сваіх жыхароў і гасцей Барановичы. Мясцовыя ўлады не абмежаваліся толькі цэнтральнай часткі горада, а больш актыўна размясцілі разнастайную новогоднюю ілюмінацыю, адмысловыя інсталяцыі і фотозоны ў микрорайонах. Весь город, весь в огнях, очень красиво, много иллюминаций. На каждой остановке, не только в центре города, и на окраинах везде. Все горит, все сверкает. Очень приятно, особенно так как у нас много живет молодежи, молодых семей. Вот, и
Деткам особенно нравится такая красота. Але бадай самым вялікім падарункам стала для жыхароў і гасцей Барановичаў новая святочная ілюмінацыя ў цэнтры горада. На плошчы і вуліцы Леніна з'явіліся светладыёдныя бахрама, а ўчастак да вуліцы Димитрова накрыла агромістае пано, стылізаванае пад дзяржаўны флаг Беларусі. На яго выкананне пайшло больш за 2 кіламетры светладыёдных ніцяў. І гэта быў апошні ў гэтым годзе выпуск выніковай праграмы. Добрых навін, такога ж настрою і з надыходзячым Новым годам. Да хуткай сустрэчы ў 2020.